Новости о реконструкции участков ФАТ «Кавказ» в Ингушетии в 2018 году жители и нарадоваться не могли, надеясь, что пробки с новой дорогой останутся в прошлом. Но куда там? К пробкам и заторам добавились новые препятствия. ДТП с летальными исходами и тяжелыми последствиями, плохое освещение, нерешенные земельные вопросы, проблемные транспортные узлы. И это не полный список, который угрожает безопасности автолюбителей и пешеходов. Обсудить проблему реконструкции дороги Р-217 приехал начальник управления ФАТ «Кавказ» Федерального дорожного агентства Александр Лукашук. Спикер парламента подчеркнул, вопрос адаптации региональных дорог к новому участку федеральной трассы заказчикам вообще не рассмотрен. Мы после результата нашего совещания мы к главе государства обратимся решением парламента, чтобы создали независимую федеральную комиссию по этой трассе. Это просто издевательство над людьми. Так, один из самых обсуждаемых в народе и в парламенте сегодня транспортных узлов Назрань-Магаз. Эта развязка не позволяет спокойно доехать утром до работы, а вечером домой. Местная и федеральная дороги здесь разделены. Мост соединяет федеральную трассу, а движение Магаз-Назрань напрямую проходит под мостом. По мнению народных избранников, наличие кругового движения под мостом проблему не решает. Видимость открывается только при непосредственном сближении с ним, что вынуждает водителей останавливаться. А это приводит к постоянным пробкам. Каким образом намерены решать этот вопрос, прокомментировал директор представительства управления ФАТ «Кавказ» в Назране. Со стороны Магаса в сторону Круга, Магасского, значит, тут практически решен, у нас схема готова. Мы вместо одной полосы, обе полосы будем пускать на круг. У нас крайняя правая полоса была только ориентирована на правое движение, вот правая сторону Гроздного. Значит, но со стороны Назрань, со стороны Гроздного на круг Магаз, с этим движением тут ничего не делаешь. Но, в принципе, вы говорите пробка, да, пробки. В Назране пробки ничуть не меньше. Что с этим делать? Такой ответ не удовлетворил народных избранников. Подчеркнули, что площадь позволяла предусмотреть другую развязку, чтобы не было встречного потока движения и избежать пробок. Мы должны находить, что бы это ни стоило, решение развязки этого вопроса. Не только один этот вопрос, и все, которые возникают. Не надо здесь пытаться как-то защититься или занять такую позицию, что да, мы это от вас слышали сколько времени, уже годами мы слышим. Изначально заложили, почему вот такую развязку заложили? Начальник управления ФАТ «Кавказ» Федерального дорожного агентства в свою очередь дополнил, что попросит у федерального центра средства для доработки этой развязки с учетом всех озвученных жалоб. В рамках совещания представитель парламента обратился к госавтоинспекции и по другому вопросу, который тоже беспокоит жителей региона. Преодолев пробки на Магазском круге, по утрам людям приходится сталкиваться с пробками на посту при въезде в Магаз. А так как большинство госучреждений и компаний сосредоточено в столице, опаздывающих на работу много. У нас становятся там патрульные машины и создается еще одна пробка. Именно в то время, когда весь транспорт, все служащие едут в Магаз на работу. Время 8:30 до 9:00. Именно в это время должны стоять там ваши сотрудники и должны останавливать и искать своих нарушителей. Почему именно это выбираете? Кроме сотрудников госавтоинспекции есть еще сотрудники зачастую уголовного розыска, Центра противодействия экстремизму. Соответственно, скажем так, чем больше рыбы, тем больше вариантов поймать преступника и негодяя. Да? У нас же антитеррористическую защищенность республики никто не снимал. Этот вопрос он стоит достаточно остро. Этот город проглядывается со всеми его автомашинами. И ваши сотрудники очень спокойно могут воспользоваться этой информацией там. В системе «Безопасный город». Отследить любую машину, в какое направлении и кто за рулем сидит. Это можно сделать. Еще одна беда реконструируемой федеральной дороги расположилась недалеко от обсуждаемого транспортного узла – подъезд к новому автовокзалу. Туда уже возить людей отказываются не только некоторые маршрутки, но и таксисты. Безопасный заезд на автовокзал не обеспечен. И прежде чем попасть туда, приходится преодолевать большой путь. Эта же тема касается комфортного, правильного, в первую очередь, выезда с автовокзала. Потому что мы понимаем, да, что жители не поедут через Чермен.
Мы на сегодняшний день имеем там прямую аварийную ситуацию, связанную с теми автомобилистами, которые выезжают со стороны Малгобека, потому что никто направо не пойдет, все стоят, разворачиваются чуть ли не в 3 ряда из крайнего левого ряда. Далее Тимур Фаттахов отметил еще одну угрозу жизни и безопасности людей – отсутствие выезда со станции скорой медицинской помощи на транспортную развязку федеральной трассы. Это приводит к потере времени для скорой помощи на 8-10 минут, когда, как для больного, каждая минута может быть решающей. Еще раз остановлюсь, просьба к заказчику строительства. Не предлагайте, пожалуйста, нам разрыв для экстренных машин. Это мы получим очень серьезную аварийную ситуацию, это будет кладбище просто. Там нужно какое-то другое решение предлагать. Также в парламенте подняли вопрос надземных пешеходных переходов на федеральной дороге. Их отсутствие не раз становилось причиной смерти пешеходов. В зале также представители администрации сельских поселений региона, которые сегодня наравне с депутатами и правительством отстаивают интересы жителей. Особенно в этих переходах нуждаются участки дороги в Газиюрте, Яндаре, Троицком и развязка Нестеровская-Сунжа. С одного села в другое, вот идти, пешком пройти, ни один человек не может. Нет по тому мосту, который развязка сделана большая, пеший человек там не пройти. Потому что сделано, я не знаю, такой огромный мост, развязку сделали 2 остановки справа и слева. Остановки сделали, спасибо. Но забыли делать пешеходный переход. Строительство ФАТ «Кавказ» в Ингушетии начато в июле 2018 года. Первоначальный срок окончания работ был запланирован на конец ноября 2020 года. Сейчас сроки продлены до 2022. На 3 участках дороги все еще не решены вопросы с землей. Заказчики и владельцы домов и земельных участков не могут договориться. Судебные процессы идут, сроки строительства затягиваются. Тимур Фаттахов подчеркнул, лишние годы стройки – риск для безопасности людей и попросил заказчиков ускорить работы. На совещании привели и статистику аварийности. С начала года в регионе совершено 154 ДТП, 48 человек погибло, 235 раненых. Из них 37 ДТП совершены на федеральной автодороге, в результате которых 13 погибших и 57 пострадавших. Из количества погибших 3 пешехода погибло, 3 ДТП, 3 пешехода погибло. То есть эта проблема стоит остро, она стоит ярко. Всего же по видам ДТП столкновений 20, в которых погибло 7 и ранено 40 человек. И если в прошлом году мы ставили вопрос о столкновении именно в попутном направлении, то сейчас основная масса столкновений во встречном направлении и именно в местах, где реконструкция не завершена. Вот все помнят, не так давно был трагический случай, резонансно-дорожно-транспортное происшествие, где погибла женщина молодая и ребенок. На расширенном совещании также подняли вопрос строительства подземных скотопрогонов Гамурзиева, Барсуки и строительства разворотов в сторону Магаса в Гамурзиева и Газиюрте. По всем пожеланиям и замечаниям, прозвучавшим на совещании, высказался Александр Лукашук. До конца этого года, конечно, разрешить все вопросы не получится, сроки не позволяют. Так, по проблеме скорой помощи отметили, что не хватает земли. Помимо технического разворота есть еще одно предложение. Его намерены рассмотреть совместно с правительством на выездном совещании. Ранее перечисленные 5 надземных переходов появятся в рамках программы 2022-2023 годов. Те обозначали и говорили о дополнительной развязке в районе автовокзала. Данным проектом не предусмотрена данная развязка. Но, как говорил мой предшественник, нынешний депутат Государственной Думы и при руководителе Федерального дорожного агентства Новикове Романа Витальевича, когда мы приезжали сюда к главе республики, нами учтено после ввода данной развязки мы пересмотрим проектное решение и откроем и создадим разворотную петлю как раз в районе автовокзала. Также поделился, почему сильно затягиваются сроки сдачи объекта. В рамках проведения работ на дороге Р-217 «Кавказ» после внесенных последних изменений в проект в 2020 году изъятию подлежат 445 участков. Сумма выкупа составляет почти 2,5 миллиарда рублей. Изначально было 161 земельный участок. Она уже уплачена, то есть выплачено в счет погашения, возмещения земельных участков. На остальные земельные участки, почему замедлился темп строительства и, соответственно, неудобств гражданам,
сумма еще добавилась порядка 2 миллиардов рублей. То есть в геометрической прогрессии растет количество изымаемых участков и суммы денег. Это все деньги по судебным решениям, которые предъявлены в адрес ФКУ «Управдор Кавказ» и утверждены решением суда. То есть это для нас непосильная нагрузка. Также представители Федерального дорожного агентства озвучили предложение при реализации новых масштабных проектов на федеральной дороге проводить общественные слушания с участием парламента до начала реализации работ, чтобы впредь больше не допускать такое количество сложностей и недовольств со стороны народа и правительства. Присутствующие надеются, что все проблемы, угрожающие сегодня безопасности людей на федеральной дороге, устранят в обговоренные сроки. Диана Дударова, Асхаб Белакиев. Новости 24.